Добрый день. Леньшин Никита, ученик 7 класса, детский дом номер 3. Тема моего проекта – Бабиков Макар Андреевич. В истории есть события, которые вечно живут в памяти народа. В Великой Отечественной войне воины Республики Коми с честью выполняли свой долг перед Родиной и внесли достойный вклад в общее дело победы над врагом. Цель моего проекта – это собрать и систематизировать информацию о Бабикове Макаре Андреевиче и о его участии в Великой Отечественной войне. Я определил объект, предмет и методы исследования моего проекта. В ходе работы над проектом я посетил Национальный музей Республики Коми, где заведующая отделом истории Мельникова Анна Сергеевна предоставила мне всю информацию из фондов музея о Бабикове Макаре Андреевиче. Прочитал книгу «Герои Советского Союза Республики Коми» и узнал, что 38 воинам Республики Коми было присвоено звание Героя Советского Союза, среди которых Бабиков Макар Андреевич. Я посетил мемориал «Вечной славы», расположенный в городе Сыктывкаре, и побывал у барельефа Бабикова Макара Андреевича. Изучил материалы интернет-ресурсов об участниках Великой Отечественной войны и узнал жизненный путь Бабикова. Макар Бабиков родился 31 июля 1921 года в селе Усыма, Коми, СССР, в семье крестьянина. В 13 лет он остался без отца, заботился о матери Ирине Ивановне, был смелым и решительным, был заводилой среди ребят. Учился он в средней Уссыльмской школе, после в педагогическом училище. С 1938 по 1939 годы он работал учителем начальных классов в школе. В сентябре 1940 года Макар Бабиков призван в военно-морской флот СССР и направлен на учебу в Объединенную школу учебного отряда на Соловецких островах. В начале 1941 года он прибыл в город Полярное Мурманской области, в зенитный дивизион, стоявший на прикрытии главной базы Северного флота. После начала войны в первых числах июля был переведен в политотдел частей ПВО. В июне 1902 года добровольцем ушел на фронт. Воевать начал в разведке отряда особого назначения. Участвовал во всех боевых и разведывательных походах в тыл противника. В 1943 году, командуя взводом разведок, уничтожил автоколонну вражеского зенитного полка, захватил пленных и обеспечил командование важными сведениями, громил гарнизоны на берегах Баренцева моря. В мае 1945 года многие части Запада перебросились на Дальний Восток для участия в войне против Японии. Макар Андреевич в составе отряда отправился во Владивосток. Отряд особого назначения перешел под командование Тихоокеанского флота и базировался на острове Русском. Макар Андреевич командовал взводом десантников в операциях по захвату южнокорейских портов Юки, Расин и других. Он отличился геройством в операции по овладению Сисин. Макар Бабиков был ранен в бою, но поле боя не покинул, продолжая сражаться с забинтованной головой. 20 августа 1945 года взвод Макара Андреевича Бабикова высадился в корейский город Вонсан, где в течение 3 суток горстка храбрецов вела бои, принудив 15-тысячный гарнизон к капитуляции. 14 сентября 1945 года Макару Андреевичу Бабикову было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда». Также он награжден 2 орденами Красного Знамени, орденом Отечественной войны первой степени, Красной Звезды, орденом Знак почета и медалями. В наградном листе отмечено: своими действиями Бабиков доказал свою беззаветную преданность Родине, проявляя мужество и героизм, достоин присвоения звания Герой Советского Союза. В приказе о награждении орденом Красное Знамя отмечено: за образцовое выполнение боевых заданий, командование на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество наградить орденом Красное Знамя. В наградных документах отмечены все награды героя. В 1946 году главный старшина Макар Бабиков был уволен в запас и направлен в Коми обком партии. Все последующие годы он занимал руководящие посты в Республике Коми, а затем в Совете министров РСФСР. С 1986 года пенсионер, полковник
полковник в отставке. Все последующие годы жил в Москве. Макар Андреевич Бабиков был активным общественным и политическим деятелем. Он принимал участие в различных мероприятиях. Он был автором книг о Великой Отечественной войне. В них рассказано о боевом пути отряда особого назначения Северного флота и Тихоокеанского флота, о рейдах в тыл врага, о героической обороне советского Заполярья и освобождении Северной Кореи от японских оккупантов, о судьбах моряков, солдат. В обращении Бабикова к молодежи, опубликованном 9 мая 1965 года, он призывает молодежь воспитывать в себе стойкий характер, физическую выносливость и другие положительные качества. Здесь изображена картина Ермолина «Воспоминания». В 1995 году Бабиков подарил свой дом администрации Устилимского района, где сейчас располагается музей. На доме установлена мемориальная доска с надписью «Здесь родился Бабиков». Скончался Макар Андреевич 2 февраля 2009 года в возрасте 87 лет. Похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. 8 октября 2013 года Усть-Илимской средней школе присвоено имя Героя Советского Союза Макара Андреевича Бабикова. 25 августа 2016 года в Москве открыли мемориальную доску Герою Советского Союза уроженцу Коми Макару Бабикову на доме, в котором он проживал последние годы. Выводы, которые я сделал в ходе работы над проектом, это: необходимо знать своих предков, историю нашей страны, республики, в которой мы живем. Наше поколение должно помнить тех, кто принес победу в борьбе с фашизмом. Очень важно сохранять память об участниках и героях Великой Отечественной войны. Материалы исследовательского проекта я оформил в альбом, а с презентацией выступил на конференции в детском доме. Спасибо за внимание.